Болховский детский лагерь имени Гагарина за неделю стал временным приютом еще для нескольких семей из юго-востока Украины. А буквально на следующей неделе сюда прибудет еще один поток беженцев, которых необходимо обеспечить еще и работой. Свободные места есть, заявили в управлении труда и занятости. Мы можем на постоянную работу принять до 20 человек. Жильем будем решать, то есть каким-то образом будем... А жильем будете решать, уже какое-то решение есть? Или... Есть собственный небольшой жилищный фонд. И кроме того, все-таки в селах есть дома. Ну, то есть, по большому счету, при желании, если трудоустроиться, то вот, все, которые здесь трудоспособное население, прибыло. 55 человек у нас получается. 5, 20, 25, ну еще половину, я думаю, что... Сейчас вот далеко ваше предприятие? Отсюда 25 километров, и сейчас я 4 человека уже везу непосредственно предприятие, показывать уже объект. 1/3 с местом работы уже определилась. Остальным с трудоустройством обещали помочь уже и сегодня. Можно, если у меня в сельское хозяйство? Можно, с удовольствием. Только шофером, пожалуйста. С удовольствием. Вот. С удовольствием. И вы еще увидите у меня Орловское право. Еще грамоту вам вручим. Но вынужденных переселенцев волнуют не только трудоустройство и бытовые вопросы, но и дальнейшая их судьба. Возвращаться обратно на Украину многие не собираются, а некоторым уже попросту некуда. Так мне дальше быть, тяжело. Да Я разберемся. Никто мне все ходят на работу. Разберемся. Абсолютно не стоят границы временные с точки зрения, что вы здесь находитесь 3 дня или 10 дней. Вы здесь будете находиться ровно столько времени, сколько понадобится. Вас будут также кормить, обувать, одевать, лечить в случае необходимости. Начинать новую жизнь многим приходится с нуля. Большинство приехали с детьми, есть и многодетные матери-одиночки. В течение недели от них поступали просьбы. К примеру, пожаловали, что стирать приходится вручную. Уже сегодня у них появились новые стиральные машинки. Вадим Потомский заверил, что будет лично проверять все условия, в которых находятся жители юго-востока Украины, и потребовал от чиновников моментально реагировать на просьбы и пожелания людей. Алина Чебан, Юрий Русу, Болховский район, Вести Орел. В ходе визита заместитель полномочного представителя президента в ЦФО принял участие в других мероприятиях. 8 орловским судьям в торжественной обстановке он вручил удостоверение федеральных судей. Также Мурат Зязиков стал почетным гостем на торжественном приеме в честь тех, кто своей жизнью подтвердил, что одна из главных ценностей – семья. В День святых Петра и Февронии покровители христианского брака собрались пары со всей области. Им вручили благодарственные письма и общественные награды, медали за любовь и верность. Особое внимание Мурат Зязиков обратил на работу с обращениями граждан. Сегодня был прием, были вопросы, где там нужно, там, скажем, отремонтировать какой-то дом, где-то какую-то кровлю, где-то там санаторное, курортное лечение, кто-то ветераны там. То есть по всем вопросам я знаю, что губернатор и вот его, и особенно социальный блок положительно отреагировал.